Участники сегодняшнего совещания в республиканском Минсельхозе – врачи, фермеры и педагоги, работающие в сельских поселениях. 31 счастливчик из 6 тысяч заявителей получит грант на улучшение жилищных условий. Большинство из присутствующих не имеют крова и скитаются по родственникам и съемным квартирам. Но теперь эти проблемы остались позади. По поручению главы выбрали первым много нуждающих, но первый, который необходимо, кто вагончик, у кого крыши над головой нет, выбрали. И тем везде без никакой коррупции, везде как на совесть взяли. Сумма будет на человека 18 квадратных метров по 230 тысяч рублей. И свои 30% они докладывают, и с учетом этого. Многие годы эти люди стояли в очереди на получение заветной помощи. Например, Маржан Ваделова работает педагогом младших классов в одной из сельских школ селения Средние Очилки уже 25 лет. О своем уютном и маленьком доме Маржан мечтала всю жизнь. Но поскольку женщина воспитывает 3 детей одна, это казалось ей непосильным. С 2010 года я подала документы на участие в программе о получении жилищных условий. 7 лет я ждала этого дня. На день наконец-то наступил. Я очень счастлива, что я могу построить для своих детей дом. А Пирдоус Миржоева уже 30 лет работает фельдшером в отделении скорой помощи Троицкого. Как и все здесь присутствующие, женщина все эти годы мечтала всегда о своем родном доме, куда можно вернуться после тяжелой смены. Услышав весть о том, что она в числе получателей гранта, Пирдоус сложно сдержать эмоции. Эту программу я ждала давно, действительно. Ждала очень. Жила по квартирам. Сейчас у меня свой дом, его доделываем. Вот мне очень большая помощь будет от этой программы, от этих денег. А вот Юнус Муцольгов пытается поставить на ноги небольшое фермерское хозяйство. Мужчина занимается производством молочной продукции. Уже 6-й год КФХ Муцольгов участвует в различных сельскохозяйственных ярмарках и поставляет молоко, творог и сыр на местный рынок. Большая семья Юнуса ютится в маленьком доме, и такая помощь для него – большой подарок. Поставили дом, но завершить деревянный дом поставили, как раньше старики делали. Глином замазали, но фундамент здесь надо облицовать, и внутри работу там, надо производить, надо все делать. Пока средств нету, перебиваемся. Когда от комиссии приехал, мне задали вопрос, как вы там живете? Вопросов у грантополучателей не так много. Главное для них сейчас привести в порядок все необходимые документы и открыть счета в Россельхозбанке. Министр сельского хозяйства просит присутствующих не поддаваться влиянию различных спекулянтов и не верить, что за полученную помощь они кому-то что-то должны. Выделение грантов стало возможным благодаря содействию главы региона. Из федерального бюджета на улучшение жилищных условий специалистов села выделено 36 миллионов рублей, а из республиканского – 2 миллиона. Реализацию программы регион планирует и в будущие годы, а 31 семья в этом году наконец сможет обзавестись своим долгожданным жильем. Мария Мистоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.